Сегодня важно воспитать в девочке личность. Но как это сделать? Девочка никому ничего не должна, она может быть тем, кем она захочет. Вот все-таки советский период и сегодня. Что поменялось в воспитании девочка-подростка? Понимать, принимать, поддерживать. Все зависит от того, какие правила и традиции в семье. Все начинается с семьи. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о том, как воспитать дочку. Вместе с психологом Натальей Дербеко разберем, как не вырастить удобную девочку и помочь ей стать личностью. В условиях меняющихся взглядов в психологии разговор, как мне кажется, будет интересным. Посмотрим. Наталья Георгиевна, здравствуйте. Добрый день. Для меня это большая удача, что вы согласились обсудить важную, на мой взгляд, тему воспитания девочки. Мы договорились с вами, что будем говорить о подростковом возрасте сегодня. Но вот как не порушить этот хрупкий мир девочки и воспитать в ней все-таки личность? Возраст, конечно, интересный, уже не ребенок, но еще не взрослый. Я называю этот возраст «доверяй, но проверяй». У вас солидный бэкграунд, вы более 30 лет в психологии, вы работаете в разных методиках и с эриксоновским гипнозом, и работаете с подсознанием. Слава богу, сегодня в 21 веке все-таки психолог – это друг человека. Мы основываемся на опыте, на знаниях, которые нам дают психологи. Но что меня удивило, к вам достаточно часто приходят дети. С какими вопросами они к вам приходят? Да, наверное, коснемся моего образования, поэтому дети идут ко мне с родителями. Первое мое образование – это дошкольная педагогика, психология, высшее психологическое образование. И да, очень отрадно, что сейчас все больше обращений подростковые с вопросами личностных переживаний, первая любовь, становление, очень много межличностные конфликты, буллинг, самореализация. Есть и такие, с которыми мы работаем на взрослые темы. Это и личностный рост, и постановка целей, развитие мотивации. Серьезные взрослые темы тоже обсуждаем. Вот в спорте на тренировке принято родителей не пускать. Оставляют там за дверьми, чтобы не давали советы тренерам. Вот родители приходят у вас на консультации с детьми или это отдельно происходит? Как это вообще бывает? У психолога все наоборот. Я не могу принять ребенка, если я не соберу анамнез с периода рождения до сегодняшнего дня. Но они вместе сидят или по очереди вы принимаете? Характер, привычки. Сейчас расскажу о том, как ребенок проявляет себя дома, в семье, какие он имеет проблемы со стороны родителей. И на прием я приглашаю вместе для того, чтобы родитель посмотрел, кому он оставляет свое чадо, а ребенок немножко адаптировался к той обстановке, в которой он остается. У меня есть интересная игра. Назови 5 качеств. Ребенок рассказывает о маме, мама рассказывает о ребенке. 3 из них положительных, 2 отрицательных. Для того, чтобы познакомиться. Вот уже на этом периоде вы бы видели, как они удивляются друг другу. Ребенок никогда не слышал, что мама думает о нем так положительно. Надо поиграть. Да, это интересно. Да. А мама вдруг неожиданно понимает, что то, что она транслирует семье, ребенок оценивает именно вот в таких выражениях и в таком понимании. А потом мы маму предлагаем погулять, отпускаем и уже начинаем работать с ребенком. То есть с ребенком я работаю только по соглашению со взрослым обязательно. Хорошо. Столетия 2 назад воспитание детей было предельно понятным. Если мальчик – это будущий глава семейства, девочка – хранительница очага, что в будущем тоже приводит к зависимости от главы семейства. Сейчас времена совсем иные, и понятно, что система воспитания мальчиков и девочек поменялась. Не будем так далеко заглядывать назад, вот все-таки советский период и сегодня. Что поменялось в воспитании девочки-подростка? Сейчас тенденции воспитания немножко изменились. Мы растим своих подростков, особенно девочек, для того, чтобы они росли самоосознанными, самостоятельными, чтобы у них была достаточно высокая самооценка, чтобы у нее были личные границы, и она соблюдала границы других людей. А еще родители за то, чтобы у ребенка был эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это я понимаю, что происходит со мной, мои эмоции и чувства. Я понимаю, что происходит с тем, кто со мной рядом, и я взаимодействую с ним с учетом моих и его
эмоции. Сегодня важно воспитать в девочке личность для того, чтобы она точно обозначила свои личные границы, чтобы общество не манипулировало ею, чтобы она не была удобной. Но как это сделать? Я думаю, что когда у человека нет личного мнения, когда его не спрашивают и не слушают, у него не может быть своей точки зрения. Поэтому, начиная с подросткового возраста, при любой беседе родителям очень важно не доминировать. Хочется, конечно, сразу рассказать, как правильно, как неправильно, с кем дружить, с кем не дружить. Стоп, пожалуйста, задайте эти вопросы своим детям. А как ты думаешь? А почему ты так думаешь? А как можно по-другому? Пусть ребенок дает вам обратную связь и рассказывает о том, как она проживает и как она чувствует это. То есть свой личный опыт. Где-то ближе к концу можно спросить, а ты знаешь, как я думаю, и рассказать о своей точке зрения. А вот подросток с низкой самооценкой, удобный, так скажем, для родителей подросток, который не доставляет никаких удобств, часто является жертвой буллинга в школе или в летнем лагере, или на тренировках, да и на улице. Такие дети не могут выражать себя. Ребенок с здоровыми личными границами, значит ли это, что он всегда из полной семьи, где есть и папа, и мама? Нет, семьи бывают разные. Иногда ко мне на прием приходит и маленькая семья, где есть только мама и ребенок. Лиля, удивитесь, но это полноценная, здоровая достаточно семья, потому что мама любит себя, мама уделяет себе время, мама уделяет время своему ребенку, и у них правильные, здоровые взаимоотношения. Я все-таки хочу вас вернуть к теме отцов. Всегда говорят, что для воспитания девочки очень важен характер и харизма отца. Угу. В чем это проявляется? Папа для девочки – это первый мужчина, который с ней рядом. Это забота, это любовь, это защита, которая очень нужна для девочки. А еще очень важно девочке наблюдать за взаимоотношениями между мужчиной и женщиной, папой и мамой, мужем и женой. Так формируются ее новые представления о том, как она будет выстраивать свои взаимоотношения с противоположным полом далее. Но семьи бывают разные. Бывают, когда родители в разводе, и папа бывает выходными, бывают такие семьи. Здесь опять нет одного ответа. Если родители на берегу договариваются, что нет больше мужа и жены, но есть мама и папа, и все взаимоотношения в семье остаются только для развития и воспитания ребенка, ребенок не чувствует себя плохо. То есть самооценка девочки, ее уверенность в себе не падает, потому что она знает, что папа просто живет сейчас в другом месте. Но девочка всегда может позвонить ему, увидеться с ним, попросить совета, попросить защиты. А еще очень важно, если папы нет рядом, сейчас очень много профессий, которые еще предусматривают длительное отсутствие папы рядом, чтобы были люди, которые помогают восстановить эту мужскую роль, взаимопомогающие такие люди. Это могут быть близкие родственники, это может быть дядя, брат мамы, это может быть дедушка, это может быть тренер, это может быть учитель. Но мама обязательно должна быть уверена в том, кто будет рядом, кто будет направлять и помогать. А в вашей практике были случаи, когда вот на консультацию приходят и отцы тоже, вместе с семьей, возможно? Очень часто на прием, особенно по результатам диагностики, я приглашаю полную семью, чтобы, как я мамочке объясняю, чтобы не было глухого телефона, чтобы папа не расспрашивал маму, а что там произошло и как, я предлагаю приходить всей семьей. Так, чтобы и как папа... отцы себя ведут, очень интересно. По-разному. Папа вначале ощущает неуютно себя, а потом в доверительной беседе открывается, задает вопросы, очень много записывает. Очень положительный эффект получается. Лили, чем заняты вы вечером? Чем занят ваш муж? Чем заняты ваши дети? Вы знаете, тенденция такая, что в последнее время мы прям в семье друг к другу сильно тянемся.
Трудно объяснить, с чем это связано, но мы кайфуем от общения друг с другом, и это прям есть. Вот они, семейные традиции, семейные правила, которых, к сожалению, во многих семьях нет. Из практики прошу ребенка где-то 8-10 лет, это уже получается теперь ближе к раннему подростковому периоду, нарисовать семью вечером. Кто чем занимается? Как вы думаете, что на рисунке чаще всего? Телефона, наверное, да? Мама где? На кухне. Угу. Папа где? Телевизор или телефон. Ребенок где? В телефоне. Вот так мы проводим вечер. Дети – наше зеркало. Давайте посмотрим на себя, чем заняты, чем интересуемся мы, что мы транслируем своим детям, то они отвечают. Гаджет убрать из жизни ребенка невозможно, но очень важно приучать ребенка к тому, чтобы он использовал эти гаджеты по назначению. Там же столько интересного, познавательные программы, платформы. Ребенок, начиная с 14 лет, может уже зарабатывать деньги с разрешения родителей. А есть очень много фильмов, и я их рекомендую своим подросткам. «Первый миллион» 16 лет. Когда наши дети в 16 лет официально уже зарабатывают первые миллионы, не бросая учебу и выполняя домашние задания, домашние обязанности. А теперь посмотрим, чем заняты дети. Выучил уроки, не проверишь и не выучил, и сидит в гаджетах. Родители, ответственность, авторитет – это все-таки наше. В период моего детства государство имело огромную роль в развитии детей. Пионерия, комсомол и все такое. Мы понимали, что мы часть нашего государства, что мы граждане, что мы должны защитить, стоять на страже и быть во всем авторитетами для будущих поколений. И это были, конечно, высокие слова для нас, детей, но тем не менее мы выросли на этом. Сегодня главное, как выстроены отношения в семье. Мне так кажется. Или я ошибаюсь? Да, правильно, все начинается с семьи. Я согласна. И в школе, в принципе, тоже понимают, что главное, что в ячейке общества происходит у этого ребенка. Школа, она сейчас и называется, она дает образовательные услуги. Раньше нас что делали? Учили. А сейчас нам дают образовательные услуги. Поэтому каждый возьмет ровно столько, сколько готов вынести. Остальное все компенсирует, конечно, семья. Но слишком большая ответственность на каждую семью в отдельности, и никто не знает, что там внутри. А потом мы узнаем разные истории про то, что происходит семейное насилие, что права ребенка в семье ущемляются. Вот как это проверить? Как он ведет себя в социуме? Этот ребенок, как он себя проявляет? Конечно, по тому, как ребенок общается со сверстниками, общается со взрослыми. В каждом детском саду, в каждой школе есть социальный педагог и психолог. Обязательно проводятся диагностические методики. А на деле как? На деле так оно и есть. Преемственность, психологи, детские сады и школы, они есть. В вашей практике такие случаи тоже были? Да. Проводим диагностику «Человек под дождем». И от того, что рисует ребенок, а он рисует, естественно, все, что у него идет из подсознания, можно прочитать, как ребенок ощущает себя в социуме. А что такие дети рисуют обычно? Если им не хватает, давайте я вас продиагностирую. Давайте. Если страшно, конечно. Если ребенок нарисовал, что он идет без зонта, по лужам, в летней одежде, как вы думаете, как это? Картина печальная. Да. Ребенок предоставлен сам себе. Да. Никакой защиты. Верно. А если светит солнце, идет дождь, на ней сапожки на девочке, у нее красивый яркий зонтик, а еще, может быть, папа ведет ее за руку. Это проективные методики, в выполнении которых ребенок берет всю информацию из своего подсознания. И если не задать задание верно и не давать лишних вводных, она выдаст то, что у нее внутри. А там дальше уже работа психолога, социального педагога, преподавателя. Хорошо, поговорим о сексе. По-моему, эта тема до сих пор в нашей стране слегка такая табуированная. И хотя времена меняются, и все-таки больше информации просачивается, я так понимаю, что в разные периоды времени с детьми нужно говорить об этом, а не так единоразово. Вот я сейчас тебе расскажу, дочь. Угу. Вот так и так. Знаете, в моей практике мне, наверное, повезло. В нашей школе
с нами встречался детский психолог, сексолог, и мы такую лекцию родители прослушали. Мгм. Я, естественно, потом, как могла, донесла своему ребенку. В принципе, как правильно? Что говорить? Начиная с 5-6 лет мы начинаем ребенка знакомить с его телом. А чем ребенок развивается дальше, тем больше мы даем ему знаний. Но родители, прошу вас, давать знания в рамках, в возрастных рамках. И Я и говорю, что в разные периоды нужно общаться. Да. Не один раз сказать. Есть хороший анекдот. Папа приходит подросток, читает поэму Лермонтова и спрашивает: папа, что такое аборт? Сынок, садись, пришло время, сейчас я тебе расскажу, это сложная операция и тогда. Ты понял? Понял. А для чего ты это спросил? А вот написано: а волны все бьются о борт корабля. Поэтому, родители, прежде чем отвечать, задавайте дополнительные вопросы. А что бы ты хотел узнать? Для чего тебе это нужно? А как ты думаешь? Нам кажется, что в подростковом периоде, особенно девочки, да, мы сегодня касаемся, они мало что знают. Они уже знают все. И часто родители сами боятся обсуждать эти темы. Из практики. Ко мне обратилась мама с 15-летней девушкой. Девушка уже сформировавшаяся, там уже и первая любовь. И она подошла к маме и задала вопрос о сексе. И тут не девочка была не готова обсуждать с мамой этот вопрос. Тут мама испугалась и была не готова обсуждать с дочерью эти темы. Вот с этой темой они пришли ко мне. У девочки появился молодой человек, 17-летний, знающий жизнь человек, который уже разбирается во всем. И он начал внушать... Мама в панике, наверное, просто. Не все мама знала, не все мама знает. Он начал внушать девочке то, что любить – это значит заниматься сексом. И вот девочка стала перед этой проблемой, стоит ли это делать, как подтвердить свою любовь, а он ей очень нравится. Мама не может ни объяснить, ни понять, как это делать. Я привела пример 2 яблока. Зеленое яблоко и красное яблоко. Вот посмотри, зеленое яблоко, оно еще недозревшее. В нем и косточки еще маленькие. Как ты думаешь, из зеленого яблока вырастет полноценное дерево? На нем будут сладкие, здоровые плоды? Нет. А вот из красного яблока, оно дозревшее, из красного дозревшего яблока вырастет большое дерево, и на нем будут сладкие, здоровые плоды. Вот так и в жизни. У подростков еще не сформировано тело для того, чтобы заниматься сексом. Все его внутренние органы еще не готовы для этого. Поэтому всему свое время. Папа, мама любят тебя, берегут. Да. Ты чувствуешь это? Да. Так скажи своему молодому человеку: ты любишь меня? Да. Тогда береги. Подожди, береги, всему свое время. А какие планы у тебя? Я поняла, что хочет он. Помните, я говорила, задавайте много вопросов подросткам. Он хочет этого. А что ты хочешь? Я хочу окончить школу, я хочу поступить в вуз, я хочу свой бизнес, я хочу заниматься наукой. А как ты думаешь, если вдруг так получится и будет незапланированная беременность, ты сможешь это сделать? Нет. И как ты сейчас думаешь? Нет, мне этим рано заниматься. Вот он, осознанный выбор девушки. И она теперь готова сказать своему молодому человеку о том, что да, мы можем дружить, если ты любишь, ты меня будешь беречь, и ты подождешь, что я еще не готова, и мое тело к этому не готово. Первая любовь обычно в какое время сейчас случается? Просветите нас, раз к вам приходят с этим вопросом. Рано, подростковый период, первая влюбленность. Это может быть и в 12, и в 14, и в 16 лет. Да, сейчас очень рано половая зрелость идет. И родителям очень важно в этот период оберегать своих детей, принимать их чувства, не нарушать их границы, больше разговаривать в доверительных каких-то отношениях. Меньше нравоучений, меньше страхов, которые у нас у родителей, перекладывать на детей. Вот я знаю, Лиль, что у вас дочь-подросток. Да. Как вы с ней разговариваете? О влюбленности, о сексе? Если честно, мы с ней разговариваем об этом каждый день. И мне очень интересно наблюдать, как у нее горят глазки или нет. Ну, вот так вот.
Вот так вот. Я жду ее со школы каждый день с нетерпением, что она мне расскажет. Вы очень понимающая, классная мама. Мне самой с ней интересно. Ну, вообще, у меня же первый сын, и когда родилась дочь, я думаю, какое счастье, что созданы такие существа, как женщины, как девочки, а они же вообще другие. Вот она родилась, я на нее посмотрела, она такая красавица. Угу. И в ней столько женского. И вот столько... А это младенец, это несколько часов от роду. Да. Или, допустим, на годик папа принес ей букет цветов. Он пришел домой с 2 букетами, мне и ей. Сколько было в ее глазах радости, кокетства, восхищения. Это первые цветы в ее жизни. Я запомнила этот момент, и она говорит, это мне. И вот этот момент и с тех пор я вижу в ней всегда вот эту девочку, и поэтому я, конечно, интересуюсь всегда, как она переживает. Конечно, я боюсь, что что-то может сделать ей больно, и я как мать этого не хочу. Не надо бояться. Когда родители боятся, сразу скажите себе стоп, что я для этого могу уже сделать сегодня, чтобы этого не произошло. Предупредить, поговорить. Вот часто наши дети ездят в оздоровительные лагеря отдыхать, да? А родители Я вообще не знаю, как к этому относиться. Да, вот детский лагерь. Вот, да. Ребенок прям полкласса едет туда. А что вас страшит? Что вас... А что, меня там нет. Ага, что я только на телефоне по вечерам. Так, и что там? А вдруг там что-то произойдет? А вдруг? Вот. Не надо беспокоиться. Опять помните, как я сказала, если у родителей возникают какие-то страхи, скажите себе стоп и задайте себе конкретный вопрос на действие. Что я могу уже сделать сейчас, чтобы этого не произошло? Поэтому, отправляя ребенка в какой-то там турне, экскурсию, лагерь, обязательно поинтересуйтесь программой, посмотрите, посетите это место, пройдите. Смена короткий 21 день, и за это время нужно, чтобы каждый в этом социуме занял свою нишу, и все происходит очень быстро, глобально быстро. Кто-то лидер, кто-то приближенный, кто-то средний, кто-то особенно отверженный. Чтобы вот эта вот быстрая рокировка произошла, ребенок должен быстро занять свою нишу. И там сразу понятно, кто лидер, а кто... Отправляя ребенка, можете поиграть с ним в такую игру. Ты едешь чистый лист бумаги. Ты можешь быть такой, какая ты хочешь. Хочешь быть актрисой? Будь актрисой. Хочешь быть научной девочкой? Будешь научной девочкой. Хочешь быть спортсменкой? Поиграй в спортсменку. То есть у нее есть возможность как-то реализовать себя в новой ипостаси, попробовать новую роль, близкую ей. А вот, кстати... Как часто нужно звонить ребенку? Вообще, как понять, что там происходит, только по телефонному звонку? Ну, я думаю, что мама, которая общается со своим ребенком, уже по телефонному звонку отлично определит по эмоциональному состоянию, по ответам, по голосу, как чувствует что мы и делаем, в принципе, ребенок. Да. И рекомендую родителям ввести еще какую-то контрольную фразу. Если ребенку плохо, если рядом находится взрослый, который влияет на нее отрицательно, или она не может высказать сейчас свою претензию и страх открыто, какую-то контрольную фразу, которую она может сказать вам по телефону. Допустим, мама, привези мне там что-то, или любую фразу, которая будет условно обозначать, ты мне, мама, срочно нужна здесь. Как вы относитесь к домашнему воспитанию девочки, будущей хозяйки? Подход к этому вопросу сегодня изменился. Она должна прийти со школы и полностью выполнять домашние обязанности? Или жизнь тяжелая и так научит? Ну вот я работаю с подсознанием, поэтому вот все вот эти вот должна, обязана, я никогда не воспринимаю серьезно, это очень давит. И я рекомендовала бы заменять эти слова на «хочу», «могу», «желаю», «выбираю». Девочка никому ничего не должна. Девочка может быть хорошей хозяйкой, может быть бизнес-вумен, когда вырастет, может быть спортсменкой, активисткой. Она может быть тем, кем она захочет. Но уметь обслуживать себя, наводить порядок, приготовить, это, мне кажется, обязательно должен не только мальчик и девочка и мальчик должны уже наши быть. А вообще, Наталья Георгиевна, существует какой-то рецепт, вот как стать другом своему ребенку? Как выстроить эти отношения? Я думаю, что самое главное, безусловно, любить. Безусловно, любить и принимать такой,
какая есть девочка, мальчик рядом с нами. Помнить о том, что дети – наше зеркало, и чаще заглядываться на себя, понимая, почему нас раздражают наши дети. Сегодня девочки раньше взрослеют, и выглядят они сегодня уже старше, как мне кажется, своих сверстниц 20 века. Красиво красятся. Что уж тут говорить, макияж бывает бесподобный. А вот то, что они много времени проводят у зеркала, хорошо это? Или все-таки это нужно как-то пресекать? Но уход за собой никогда не всегда хорошо. возбранялся. Да. Во всем должна быть мера. Если у девочки есть своя уходовая косметика, мы говорим о подростковом возрасте, мне кажется, это только приветствуется. Но во всем есть граница. И если она ходит в школу, то уже рамки школьной программы оговаривают украшения, косметику. А если она идет на вечеринку, если она идет на встречу со своими друзьями, тут уже по договоренности с мамой. Разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Главное – глаза, зубы, ручки и ножки, как говорил Александр Сергеевич в свое время. Да. Ничего не поменялось в наше время. Все равно внимание этому вопросу девочки уделяют немалое. Главное родителям оставлять доверительные отношения, которые вырастут в близкую дружбу. Девочки быстро вырастают, становятся девушками, женщинами, а вот эта дружба, она остается. Понимать, принимать, поддерживать, меньше контролировать. Мы говорим о гиперконтроле. Больше задавать вопросов для того, чтобы понять ее эмоциональное состояние, ее цели, ее желания. Каждый ребенок уникален, и задача родителей – понять этот хрупкий мир и дать возможность раскрыться личности для того, чтобы человек чувствовал себя полноценным членом этого общества. Вот все равно советское прошлое, видите, проскальзывает у меня. Никуда не деться. Ничего, если есть проблемы, если родители решили подумать, правильно ли методы воспитания используют, что еще можно привнести. Для этого есть детские психологи. Нужно приходить, нужно говорить, нужно делиться. Психолог не дает советов, психолог дает рекомендации. Хотите – используйте, хотите – корректируйте свои методы. Пусть все будут счастливы, пусть всегда будет в доме хорошая погода. Спасибо вам большое за это предельно откровенное интервью. Я надеюсь, советы, которые сегодня мы дали, помогут родителям разобраться в своем ребенке. Благодарю вас, мне было с вами очень интересно. Спасибо. Спасибо, что были с нами и не испугались важных тем. Забирайте инсайты, делитесь этим выпуском. А я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание к подкасту «Интонации на БСТ».